привет! В эфире программа «Пропеллер». Да, и сегодняшний наш выпуск полностью посвящен семейным ценностям. Нашей семье. Да, Нашей семье. У нас будет такой выпуск ужастик. Наверное, самое страшное для молодых людей – это, конечно, то, как создать новую ячейку общества, как создать семью. Не знаю, мне ничего страшного в этом не вижу. Мне кажется, семья – это очень интересно. Ты слишком близко, видимо, не подходил к этому, чтобы тебя это успело напугать. Да это же отличная новая социальная роль. Это же мне лично очень интересно, каким я буду в семейной жизни и как это вообще все у меня получится. Но парни, мне кажется, больше остерегаются семейной жизни, чем девушки. Девушки всегда хотят выйти замуж, белое платье. Нет, на самом деле мне правда очень интересно, там, дурацкую собаку купить, на все дела. Наверное, больше всего так среди молодежи насчет брака распространено мнение, что не стоит официально, там, зачем, что значит этот штамп в паспорте, зачем он вообще нужен, когда можно, просто жить вместе, как бы, и пока все нормально, там все нормально, а что-то пошло не так, разошлись, тоже никаких юридических проблем. Вот это, наверное... есть же брачный договор, поэтому в любом случае никаких проблем. Это всегда же такая проблема, что ты предлагаешь: милая, давай заключим брачный договор. Ты мне не доверяешь! Спрашиваю у наших горожан, стоит регистрировать брак или нужно жить в гражданском. Не знаю, как сейчас модно, как сейчас правильно. Следовательно, с этого вопроса и узнаем. Можно и то, и другое. Конечно, нужно. Для женщины это стабильность, определенность какая-то. А для мужчин, не знаю, им, наверное, все равно, мне кажется. Да без разницы. Почему? Не знаю, мне все равно. А ты что думаешь? Без разницы. А если она тебя кормить не будет? Найду другую. Нет, это слишком жестко. Если бы меня женщина не кормила, я думаю, до брака бы просто дело не дошло. Конечно, хочется зарегистрировать официально свои отношения. Каждый человек выбирает по-своему. Лучше зарегистрировать. Пожить немножко для себя, друг для друга, и потом уже можно официально зарегистрироваться. Прожив 3 года, если все друг друга все устраивает, то тогда заключать брак и только тогда заводить детей. А если зарегистрировать свой брак, то потом с детьми не будет никаких проблем. Официально, конечно. Можно в гражданском жить. Ну, уже всем понятно, что мы вместе живем. Зачем? Я думаю, что сегодня личную жизнь наладим. Здравствуйте. Как ваши дела? Это Миша Самсонов, меня Саша зовут. И мы тут ходим по городу и спрашиваем. Смотрите, стоит ли официально регистрировать брак или можно жить в гражданском? Я живу в браке. Это очень вопрос простой. Надо жить законно. Люди живут почему гражданским? Почему? Потому что они думают, а еще они кого-то найдут другого. А когда законно, это навсегда. Раз и навсегда, да. Узаконив свой брак, тем более скоро развод еще платить будут. Вот. Моя еврейская семья не позволила бы мне развестись, я думаю. Просто сказала: ты, Саша, ты чего? У тебя есть лишние 25 тысяч? У тебя есть лишние 30 тысяч, подсказывает мне Миша Самсонов. Если есть, то, конечно, разводись. Но на 30 тысяч ты можешь купить себе новый iPhone. Брак нужен для того, чтобы рожать детей. В случае у нас разное в жизни бывает, что может все плачевно заканчиваться. При этом, чтобы и дети не пострадали, и жены были всегда защищены. Привет. Привет, я здесь. Я не думаю, что гражданский брак – это круто, но и регистрировать брак спешить – это по мне нет. Не надо спешить. Должен быть законный брак, зарегистрирован. Он может быть не один брак. И это нормально, я к этому нормально отношусь. Но он все-таки должен быть. А мы к вам с вопросом. Свадьба — это все очень мило. Но, правда, это только подходит девушкам, но все равно это очень романтично. И, мне кажется, больше повышает как-то ваши отношения, как-то сближает. Это все-таки какие-то все равно обязательства. Есть обязательства перед законом, да, там, перед государством и так далее, когда вы становитесь как бы ячейкой, получается, да, отдельной. Так что разницы, в принципе, нету. Главное только в согласии друг друга и все. Конечно же, официально зарегистрировать брак. Я думаю, так ответит каждая девушка. Сам факт того нужен, чтобы факт брака, что он зарегистрирован. Чтобы был штамп в паспорте? Да, главное для девушек, думаю, это. Мы переходим к людям, которые определились, в общем-то, с тем, как... За или против? За или против. Это семья Павловых, наши давние друзья. При том, при всем, что свадьба у них была не совсем обычная, свадьба у них была стилизованная. Ты бы видел их гостей, у них там была Белоснежка, Марио, Гэндальф. Действительно, несмотря на то, что люди решили достаточно так консервативно расписаться, так как это принято у нас в государстве, тем не менее... Но наряды они выбрали не совсем консервативные. Они подошли с фантазией к тому, как узаконить свои отношения. И вот интересно было вообще
вообще, что они нам могут сказать. Видел Love Story? Видел Love Story? Впервые я увидел Алену на фотографиях у своего друга. Перелистывает фотографии и спрашивает: ты же Алену знаешь? Она, кстати, из твоего поселка же. Говорю: оба-на. Нет, не знаю. Странно, говорит, интересно, как такое могло произойти. Мы родились и выросли в одном поселке. Вот. Мы закончили одну школу, но мы там друг с другом не были знакомы. У нас куча общих знакомых, но мы пересеклись только вот когда не так уж и давно. Встречаться мы стали не сразу, вот. Мы сначала подружили, просто... Да, дружили, потом, узнали поближе, и встречаться начали через год уже, получается. Максим приехал в редакцию на корпоратив. Все пищали, там все брызгались шампанским, там восторг был полный, потому что Максим спел мне песню «Love Me Tender». Вот, и сделал предложение и подарил кольцо. На обручальных кольцах у нас ноты выгравированы. «Love Me Tender», первый такт. Tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Последовали примеру наших друзей, вот, Коли и Лены, а у них же была свадьба в эльфийском, эльфийская. Мы долго искали тематику, перебирали там и «Звездные войны», вот сейчас делимся идеями. «Звездные войны», пиратская вечеринка, индейская вечеринка. И вообще была какая-то огромная куча вот разных вот таких вот тематик, да, но мы пришли к выводу, что самое интересное будет сделать сказки. Нам подруга шила, Максу шила плащ, мне шила само платье, все. А у меня была корзинка, в ней сидел черный кот игрушечный. И я его кидала в подружек вместо букета. Мы на карете проехались по городу. Я не ожидал, что нас повезут прямо по Ленина, по улице, и назад по Ярославскому. Для меня идеальная семья – это, конечно, взаимопонимание между партнерами. Мы пока что еще молодая семья считаемся. Мы будем, не знаю, развивать все дальше качество, да? Да, взаимопонимание, я полностью согласна. Не надо бояться разговаривать. Если есть что добавить, если есть о чем поговорить, обязательно нужно говорить. Лично меня стало в 2 раза больше. Вот. Я не знаю, как по-другому сказать. Да, точно, ты совершенно верно сказала. Да, короче, нас стало больше. Сомневался, что есть такие женщины, у которых сочетается красота и ум. У меня есть жена, умная, красивая, заботливая. Это так мило. Максим вообще все время исполняет мои мечты на самом деле. Моя подруга ему рассказала про это, что я мечтаю попасть на концерт Ларисы. Мельница, да, группа. Когда мне Максим эти билеты вручил, у меня просто земной шар из-под ног ушел, я аж не поверила своим глазам. Не может быть, подумала я. Пищала, по-моему, и скакала, да? Да. Вот, это было так трогательно. Ой, я расплакалась. Там за 3-м перекрестком, и оттуда строго к югу всадник золотою саблей в травы густо сеет звезды, слышишь? Гроздями роняет небо, из прорех зерно стальное, горные лихие тропы, покрывая пеленою, дороги сплелись. Я, кстати, как-то раз была на свадьбе у своего друга. Велосипедиста. У Андрея, да, у велосипедиста была у него велосвадьба. Это было очень интересно. Они расписались, и с ЗАГСа мы поехали на велосипедах. Мы сделали огромный кортеж из велосипедов и гнали вот так вот до самого парка. Там они фотографировались, и дальше мы поехали на велосипедах. Но они расписались официально в ЗАГСе. Да, все было обычно. То есть, подытоживая, можно сказать, что, несмотря на то, что можно сделать это как обычно, как нормальные люди расписаться, там, в ЗАГСе и так далее, но, тем не менее, можно оформить свою свадьбу, да, просто таким творческим образом и тоже выделиться. Вопрос по поводу Love Story. Вообще, на самом деле, для тех людей, которые, может быть, есть люди, которые не знают, что такое Love Story. Вот. История любви. Видеограф, который занимается именно созданием Love Story, кладет первый кирпичик просто... Воспоминания.
в воспоминаниях этой семьи, в становлении их уже как семьи. Ну да, то есть, соответственно, интересно, как человек, который не первый раз и даже не 10-й видит свадьбу, вот что он может сказать по поводу свадьбы как церемонии в целом, так и о социальном явлении, о чем мы, собственно, сегодня говорим. Вот. Ну и наш вот друг тоже, Александр Красновский, профессиональный видеограф свадебный, вот мы решили узнать. Кстати, он не всегда занимался съемкой свадеб. Ну, он тоже музыкант, он ведь тоже музыкант, поэтому человек разносторонне развитый, творческий, поэтому ничего удивительного, что вот мы решили обратиться именно к нему. Ваши сердца наполнились радостью и нежностью, а ваши глаза стали излучать удивительный свет, который дарит любовь. Под свадебной семейной съемкой уже подразумевается, что это может быть как love story, так и семейная съемка, так и сама свадьба, выписка из роддома. Бывает такое даже. Это более личное, интимное, на мой взгляд. Там именно выкладываешься на полные все твои 200%. Потому что ты понимаешь, что это ответственно. Людям это смотреть долгие-долгие годы. Ну, прежде всего, нужно уметь поймать и передать эмоции людей. Поскольку это самый важный день, ну, один из самых важных дней в жизни. Попросить поцеловать ту же невесту, чтобы жених поцеловал. И тогда вот видно, как относится к нему невеста, будущая жена. То есть улыбочка, глазки вверх. Ну, видно, что какие-то флюиды от них идут. В первую очередь нужно пообщаться с людьми, узнать их, чтобы они тебе доверяли. И в большинстве случаев мы даже дружим с молодоженами, потому что очень за этот короткий денек, можно сказать, мы очень сплачиваемся, потому что доверяют как мы им, так и они нам. Ну и не могу сказать, что я видел пару, которая несчастлива на свадьбе. Мне нравятся пары, которых девушка, ну вот невеста, будущая жена, полностью доверяет своему мужу. Когда бывает такое, что мы снимаем, фотограф замучил пару, девушка начинает, как правило, уже плакать, потому что она ничего не хочет. И в этот момент должен вступить, я как думаю, мужчина, потому что много видел, что жених успокаивает, поцелует, обнимет, все хорошо. То есть видно, что люди понимают друг друга и доверяют. Видно все по глазам, я считаю. По глазам и улыбке. Насколько они любят друг друга. Потому что глаза – это зеркало души. Поэтому многие люди очень любят смотреть в глаза, снимать глаза, фотографировать глаза. Потому что это состояние души. Вот ты хочешь выйти замуж? Я... А, кстати, хочу ли я выйти замуж? Вот, этот вопрос... Этот вопрос меня, кстати, да, очень сильно задевает. И честно могу сказать, что если все-таки достойный мужчина, то да, если нет, то нет. Время придется, в общем. Я дождусь. Ты когда твое будет время... и на моей улице праздник. Будет и на твоей улице Александр Красновский. Да, будет и на моей улице Александр Красновский. С таким... Я бы сделал, знаете, какую-нибудь свадьбу в стиле супергероев или супер инопланетянскую какую-нибудь свадьбу, чтобы это было необычно и чтобы даже в газетах написали, и не только в якутских, что просто, черт возьми, не... вот это да.
Ну, видишь, мы же говорим сейчас немножко не о свадьбах конкретно, а вот о том, что после свадьбы бывает. О семье. То есть, вот действительно, это большая ответственность же и большой труд. Купил собаку, шкаф. Ну, нет. Нет, а если в семье появляются дети, это же вообще еще больше ответственности. Собака тогда в шкаф, бессонные ночи. Ну, это же только на пару лет, а потом веселье одно. Ребенок, это же круто. Я бы одевал его как старичка, и усы бы ему еще приклеил. Он бы такой мне ходил. Сейчас наши телезрители с детьми просто разбивают свои телевизоры при твоих И радуются, что у тебя нет детей. Ну что ж, друзья, неважно, оформляете ли вы отношения официально или живете просто так. Главное, что семья выше всех законов. Главное, чтобы люди любили друг друга. Да, машину покупали, собачек и шкаф. Вот а как их любовь проявляется, это дело 10-е. Наша передача подходит к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте, Проб ТВ, там есть все, там есть фото, там есть видео, там есть текст. В общем, если вы что-то пропустили, то заходите и смотрите. Любите друг друга. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока. Let's kick it.